Прошу всех встать, суд идет. Здравствуйте, прошу садиться. Свердловским районным судом города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Иванова Ивана Ивановича в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 304, пунктом 1 части 2 статьи 313 и пунктом 1 части 4 статьи 313 прим. 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Секретарь, доложите о явке в суд. На судебное заседание доставлен под конвоем подсудимый Иванов Иван. Также явился защитник подсудимого Халилов Рахмедин, представитель потерпевшего Назаренко Михаил, государственные обвинители, помощники прокурора Свердловского района Гульджигитов Джанатбек и Кулмурзаев Нурсултан, свидетели Милейко Елизавета, Акимджанов Адилет и Алмазбеков Айбек ожидают вызова. Суд переходит к установлению личности подсудимого. Подсудимый, станьте. Ваша фамилия, имя, отчество? Я Иванов Иван Иванович. Дата рождения? 28.08.1987 года рождения. Место жительства? Город Бишкек. Гражданство? Кыргызская республика. Образование? Высшее техническое. Вы ранее судимы? Нет. Копию обвинительного заключения получали вовремя? Получал. Садитесь. У сторон имеются вопросы по личности подсудимого, уважаемые государственные обвинители? Вопросов не имеется. Вопросов не имеется. Потерпевший? Вопросов не имею. Защита? Вопросов не имеется. Садитесь. Объявляется состав суда. Дело рассматривается под председательством Нурановой Клары при секретаре судебного заседания Ражаповой Наргизы с участием государственных обвинителей, помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Кулмурзаева, прокурора отдела прокуратуры города Бишкек Гульджигитова, защитника адвоката Халилова. Составу суда доверяете, государственные обвинители? Да, доверяю. Да, доверяю. Потерпевший? Доверяю. Защита? Доверяем. Подсудимый? Доверяю. Подсудимый, встаньте. Вам разъясняются ваши права и обязанности. Подсудимый, вы имеете право участвовать в судебном разбирательстве дела, давать показания по предъявленному обвинению или отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания на своем родном языке или языке, которым вы владеете, пользоваться услугами переводчика, пользоваться всеми правами сторон. Имеете право также на последнее слово обжаловать решение и действия суда. Подсудимый, также вы обязаны подчиняться распоряжениям председательствующего в суде, не покидать зал судебного заседания без разрешения председательствующего, соблюдать порядок в судебном заседании. Вам ясны ваши права и обязанности? Ясны. Садитесь. Потерпевший, встаньте. Вам разъясняются ваши права и обязанности. Потерпевший, вы имеете право знать сущность обвинения, предъявленного подсудимому, давать показания, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания на своем родном языке или языке, которым вы владеете, пользоваться услугами переводчика, иметь представителя, участвовать в суде, выступать в прениях, поддерживать обвинения, знакомиться с протоколами судебного заседания и подавать на него замечания, знать о принесенных жалобах по делу, представлять доказательства и подавать на них возражения, участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений, требовать возмещения морального вреда, причиненных преступлением. Также вы обязаны подчиняться распоряжениям председательствующего в судебном заседании, соблюдать порядок в судебном заседании. Вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Садитесь. Имеется ли у сторон отводы, ходатайства, государственного обвинителя? Не имеется. Не имеется. Потерпевший? Не имеется. Сторона защиты? Есть, уважаемый суд. Просим приобщить к материалам дела следующие справки. Это справку с места жительства, справку с места работы, свидетельство о рождении 2 несовершеннолетних детей моего подзащитного и пенсионное удостоверение матери моего подзащитного. Предоставьте документы. Уважаемые государственные обвинители, возражения имеете? Возражение не имеется. Возражение не имеется. Потерпевший? Возражение не имею. Подсудимый, встаньте. У вас имеется возражение по предъявленному ходатайству? Возражение не имею. Садитесь. Суд, выслушав мнение сторон, участников судебного процесса, постановил на месте удовлетворить заявленное ходатайство, приобщить представленные документы к уголовному делу. Суд переходит к судебному разбирательству.
Слово для оглашения обвинительного заключения предоставляется государственному обвинителю. Уважаемый председательствующий, 21 марта 2018 года примерно в 16:00 часов главный специалист отдела информационно-технического обеспечения Министерства природопользования Кыргызской Республики Иванов Иван Иванович, будучи информирован о конкурсе об участниках, так как непосредственно курировал размещение на информационный портал информации о конкурсе, связался по телефону с представителем ООО «Алтын» Назаренко и назначил встречу на 19:00 часов того же дня в кафе «Сэре», расположенном на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя города Бишкек, обосновывая необходимостью дополнения конкурсных документов. 21 марта 2018 года, примерно в 19:10 часов, Иванов и Назаренко встретились в кафе «Сэре». В ходе разговора Иванов представился сотрудником Министерства природопользования и сообщил Назаренко о намерении содействия в выигрыше конкурса ООО «Алтын». В свою очередь Назаренко сказал, что ООО «Алтын» подготовил и подал заявку на конкурс в соответствии с конкурсными требованиями. После чего Иванов, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений и в целях получения выгоды для себя, потребовал у Назаренко взятки в размере $5000 США или 350 тысяч сомов, угрожая тем, что он имеет доступ к членам конкурсной комиссии. Если не будут исполнены его требования, тогда заявка ООО «Алтын» будет отклонена. Таким образом, Иванов поставил Назаренко в условия, при которых он был вынужден дать взятку. Вместе с тем Назаренко попросил у Иванова время для того, чтобы переговорить с руководством ООО «Алтын». Иванов потребовал решить вопрос до 5 апреля 2018 года, на который было назначено вскрытие конкурсных заявок. 1 апреля 2018 года сотрудниками УГЗ по городу Бишкек были проведены следственно-оперативные мероприятия. Так, 1 апреля 2018 года, примерно в 14:00 часов, в кафе «Сэре», расположенном на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя города Бишкек, после получения ранее вымогаемой взятки в размере 350 тысяч сомов, у Назаренко с поличным был задержан Иванов. Вышеуказанным действием Иванов совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, а также иной личной заинтересованности. Пунктом 1 части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть вымогательство должностным лицом взятки в виде денег для самого должностного лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей в интересах дающего, нарушающего его законные права, а равно поставлению его в такие условия, которые вынуждают дать взятку с целью предотвращения наступления вредных последствий его правоохраняемым интересам в крупном размере. Пунктом 1 части 4 статьи 313 прим. 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за действие бездействия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям бездействия, а равно за общее покровительство или попустительство по службе в особо крупном размере. Доказательства, подтверждающие наличие преступления и виновность подсудимого, протокол личного осмотра, согласно которому подозреваемый Иванов добровольно выдал полиэтиленовый пакет, полученный им от потерпевшего, внутри которого находилось 350 тысяч сомов, купюры по 5 тысяч сомов в количестве 70 штук. При освещении изъятых денежных купюр специальными лампами на них высветились слова «взятка». Заключением судебно-химической экспертизы, согласно выводам которого образцы люминесцентного специального средства порошка, которым были обработаны предмет взятки, денежные средства, а также вещество, которым были написаны в денежных купюрах слово «взятка», совпали ранее полученные во время обработки денежных средств образцами специального люминесцентного порошка и карандаша. Показаниями представителей потерпевшей стороны Назаренко, показаниями свидетеля Акинджанова, Алмазбекова, Милейко, вещественным доказательством предмет взятки. Подсудимый Иванов вину в инкриминируемом ему обвинении признал частично. Показал, что он не мог бы повлиять на ход работы конкурсной комиссии. Просто обладал информацией о конкурсе и пошел на такой шаг. Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его виновность полностью доказана материалами дела. Соответственно, доводы подсудимого несостоятельны. Обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого, он впервые совершил преступление. Обстоятельства, отягчающие ответственность подсудимого, преступление совершено из корыстных побуждений. Подсудимый, встаньте. Понятно ли вам обвинение и каковы ваши отношения к предъявленному обвинению? Вину признаете? Понятно. Вину признаю частично. Садитесь. Устанавливается порядок исследования доказательств. Ваша позиция государственного обвинителя? Уважаемые председательствующие, участники судебного процесса, в связи с тем, что подсудимый признает свою вину частично, предлагаем следующий порядок исследования доказательств. Допросить потерпевшего, допросить свидетелей, исследовать материал уголовного дела. Если подсудимый захочет дать показания, выслушать его в конце. Спасибо, садитесь. Ваша позиция?
Не возражаю. Потерпевший, ваша позиция. Не возражаю. Защита, ваша позиция. Уважаемый суд, в целом не возражаем, но предлагаем опросить свидетелей в следующем порядке. Сначала свидетель Милейко, затем свидетеля Акимжанова и в конце свидетеля Алмазбекова. Подсудимый, у вас возражений не имеется? Не возражаю. Садитесь. Суд, выслушав мнение сторон, определяет следующий порядок исследования доказательств. Начать допрос потерпевшего, свидетелей Милейко, Акимжанова и Алмазбекова, исследовать материалы уголовного дела, а затем допросить подсудимого, если он будет согласен дать показания. Суд переходит к судебному разбирательству. Подсудимый, встаньте. Вы имеете право давать или не давать показания по поводу предъявленного обвинения и других обстоятельств дела. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы согласны дать показания? Я дам показания в конце. Садитесь, пожалуйста. Потерпевший, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество. Я Назаренко Михаил Владимирович. Гражданство. Кыргызская. Место жительства. Бишкек, Восток 5, дом 2/2. Кем и где работаете? Я работаю сотрудником компании «Алтын». Ваши отношения к подсудимому? До данного момента не был знаком. Суд разъясняет, что вы должны дать правдивые показания, это ваш гражданский долг и обязанность. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний. В соответствии со статьями 330 и 331 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Дайте подписку о том, что вы были предупреждены. Уважаемые государственные обвинители, прошу, задавайте вопросы к потерпевшему. Михаил Владимирович, расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах знакомства с подсудимым. Так как я являюсь сотрудником компании «Алтын», в нашу фирму пришла информация о проведении тендера. Наша компания собрала необходимые документы и отправила. После чего мне позвонил гражданин и представился Ивановым и предложил встретиться. 21 марта 2018 года мы встретились с ним. В ходе разговора он начал требовать денежную сумму в размере $5000, угрожая тем, что наша компания не пройдет конкурс, и потребовал дать ответ до 5 мая. Михаил Владимирович, подсудимый вымогал у вас денежные средства? Да, в открытом виде. Какое содействие он обещал? Он обещал то, что наша компания выиграет этот тендер. У меня все, вопросов не имею. У вас имеются вопросы? Защита, ваши вопросы. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, кто первый пришел на встречу? Первым пришел на встречу Иванов. В какой должности вам представился мой подзащитный? Он представился сотрудником IT-отдела. Потерпевший, скажите, пожалуйста, сказал ли мой подзащитный вам о своей причастности к тендерной комиссии? Насчет тендерной комиссии он ничего не сказал. Вопросов не имеется. Подсудимый, у вас имеете вопросы к потерпевшему? Вопросов нет. Садитесь. Потерпевший, садитесь. Секретарь, прошу, пригласите свидетеля Милейко. В зал судебного заседания приглашается свидетель Милейко Елизавета. Ваша фамилия, имя, отчество. Милейко Елизавета Евгеньевна. Год рождения. 20 сентября 1991 года. Место жительства. Бишкек, улица Худайбергенова, дом 16. Кем и где работаете? Администратор в кафе «Сире». Ваши отношения к подсудимому? Незнакомо. Суд разъясняет вам, что вы должны дать правдивые показания, это ваш гражданский долг и обязанность. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. В соответствии со статьями 330 и 331 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Дайте подписку о том, что вы были предупреждены. Государственные обвинители, прошу, задавайте вопросы. Уважаемый свидетель, что вы можете рассказать об обстоятельствах дела? Подсудимого и потерпевшего я видела 2 раза. Первый раз было 21 марта. Около 7 часов вечера они приходили к нам и просидели около часа и ушли. И второй раз уже 1 апреля, когда сотрудники правоохранительных органов производили задержание подсудимого. Изъяли ли сотрудники правоохранительных органов записи видеонаблюдений о передаче денежных средств подсудимым потерпевшим? Да, они сразу обратились ко мне, и мы им выдали все записи. Вопросов не имею.
Государственный обвинитель, у вас есть вопросы? Вопросов не имеется. Потерпевшие, ваши вопросы? Вопросов не имею. Сторона защиты, ваши вопросы к свидетелю. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, кто первым пришел на встречу в ваше кафе, мой подзащитный или потерпевший Назаренко? Первым пришел подсудимый, минут через 5-10 подошел потерпевший. Вы слышали, о чем беседовали мой подзащитный и потерпевший? Нет. У защиты нет вопросов. Подсудимый, у вас имеются вопросы к свидетелю? Нет вопросов. Свидетель, ваш допрос окончен. Вы можете остаться в зале судебного заседания или покинуть. Секретарь, прошу, пригласите свидетеля Акимжанова. В зал судебного заседания приглашается свидетель Акимджанов Адилет. Ваша фамилия, имя, отчество. Акимжанов Адлет Акимжанович. Год рождения. 9 мая 1974 года рождения. Место жительства. Город Бишкек. Кем и где работаете? Я являюсь замминистром природопользования. Ваше отношение к подсудимому? Знаком, работает у нас главным специалистом в IT-отделе. Суд разъясняет вам, что вы должны дать правдивые показания, это ваш гражданский долг и обязанность. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со статьями 330 и 331 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Дайте подписку о том, что вы были предупреждены. Уважаемые государственные обвинители, задавайте вопросы. Адлет Акимджанович, вы знакомы с подсудимым? Да, знаком. Кем вы являетесь в тендерной комиссии? Я являюсь председателем тендерной комиссии. Кто может повлиять на решение тендерной комиссии? Никто не может единолично повлиять на решение тендерной комиссии, так как у нас все решения принимаются коллегиально. Знаком ли подсудимый с кем-либо из членов тендерной комиссии? Этого я не знаю. Вопросов не имею. Государственный обвинитель, ваши Вопросов не имеется. потерпевший. Вопросов не имею. Сторона защиты, ваши вопросы к свидетелю. Адлет Акимжанович, скажите, пожалуйста, кто входит в тендерную комиссию? Вхожу я как председатель тендерной комиссии. Также входят как членами комиссии начальник и главный специалист отдела закупок, начальник юридического отдела, зам губернатора Нарынской области и депутат от Башинского района Кенеша. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из IT-отдела имеет доступ к тендерной комиссии? Нет, не имеют. Они могли только опубликовать информацию о конкурсе и об участниках конкурса в нашем информационном портале. Скажите, пожалуйста, мой подзащитный мог ли повлиять на результаты конкурса? Нет, не мог, так как он не является членом тендерной комиссии. У защиты нет вопросов. Садитесь. Подсудимый, у вас имеются вопросы к свидетелю? Нет вопросов. Садитесь. Свидетель, ваш допрос окончен. Вы можете оставаться в зале судебного заседания. При желании можете покинуть. Секретарь, прошу, пригласите свидетеля Алмазбекова. В зал судебного заседания приглашается свидетель Алмазбеков Айбек. Ваша фамилия, имя, отчество. Алмазбеков Айбек Алмазбекович. Год рождения. 18 июня 1981 года. Место жительства. Город Бишкек, улица Абдрахманова, 186. Кем и где вы работаете? Начальник отдела информационно-технического обеспечения Министерства природопользования Кыргызской Республики. Ваше отношение к подсудимому? Работает в отделе, в котором я руковожу. Суд разъясняет вам, что вы должны дать правдивые показания, это ваш гражданский долг и обязанность. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний. В соответствии со статьями 330 и 331 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Дайте подписку о том, что вы были предупреждены. Уважаемые государственные обвинители, прошу, задавайте вопросы к свидетелю. Уважаемый свидетель, вы знакомы с подсудимым? Да, я с ним знаком, он работает в отделе, которым я руковожу. Вы знаете об обстоятельствах предъявленного обвинения подсудимому? Да, я знакомлен. Кто курировал размещение на информационный портал информации о конкурсе? Непосредственно подсудимый курировал. Получал ли дисциплинарное взыскание подсудимый? Нет, не получал. Какой информацией владеет подсудимый о членах комиссии? Фамилия, имя, отчество участников тендера. Да и все, больше информации он не владел.
Сторона обвинения не имеет вопросов. У вас? Не имеется вопросов. Потерпевший? Вопросов не имею. Сторона защиты, ваши вопросы? Уважаемый свидетель, охарактеризуйте, пожалуйста, моего подзащитного. Исполнительный, трудолюбивый, четко выполнял свою работу, соблюдал трудовой график. Скажите, пожалуйста, Айбек Алмазбекович, какие были функции у моего подзащитного как у сотрудника IT-отдела? Техническое обеспечение министерства, работа с компьютерной техникой, также публикация на сайте различного рода информации. Только он мог публиковать информацию? Нет, я тоже мог публиковать. Проверяется ли публикуемая информация? Да, до публикации и после публикации проверяется. Мог ли мой подзащитный повлиять на результаты конкурса? Нет, не мог. У защиты нет вопросов. Подсудимый, имеются ли у вас вопросы к свидетелю? Вопросов не имею. Свидетель, ваш допрос окончен. Вы можете оставаться в зале судебного заседания. При желании можете покинуть. Желают ли стороны дополнить судебное разбирательство? Уважаемые государственные обвинители? Нет, не желаю. Нет, не желаю. Потерпевший? Нет, не желаю. Защита? У защиты нет дополнения. Подсудимый? Нет дополнений. Садитесь. Суд переходит к исследованию материалов дела. Исследуются материалы уголовного дела. Суд переходит к допросу подсудимого. Подсудимый, встаньте. Вы сказали, что вы будете давать показания. Прошу, защита, задавайте вопросы. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, что знаете по обстоятельствам дела? 21 марта в 16 часов мне позвонили на рабочий телефон. Представились представителем компании «Алтын» Михаилом Владимировичем. Я был занят рабочими делами и попросил оставить его свой сотовый телефон. После окончания рабочего дня я ему перезвонил. Михаил назначил мне встречу в кафе «Сирень». Я приехал на встречу первым, после подъехал Михаил. Михаил попросил меня посодействовать конкурсной комиссии и предложил мне $5000. Так как было всего 2 участника, если бы «Алтын» выиграл, я бы оставил деньги. Если бы проиграл, то вернул. Как я ранее говорил, у меня 2 детей, жена, мать-пенсионерка. И $5000 мне не помешает на содержание семьи. У меня все. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович, кто был инициатором договоренности встречи с потерпевшим Назаренко? Михаил сам предложил встретиться. Иван Иванович, вы говорили потерпевшим, что не сможете повлиять на результаты конкурса? Нет, не говорил. У защиты нет вопросов. Государственные обвинители, задавайте вопросы к подсудимому. Скажите, пожалуйста, для чего требовали денежные средства от потерпевшего? Михаил сам предложил мне денежные средства. Уважаемый председательствующий, согласно распечатке телефонных вызовов из компании абонентских сетей, подсудимый первый позвонил потерпевшему. Прошу критически отнестись к показаниям подсудимого. Михаил позвонил мне на рабочий телефон, оставил свой сотовый, после я ему перезвонил на сотовый телефон. Имеются ли у государственных обвинителей вопросы к подсудимому? У стороны обвинения не имеется вопросов. Не имеется вопросов. Потерпевший? Не имеется вопросов. Садитесь, подсудимый. Желают ли стороны дополнить судебное разбирательство? Государственные обвинители? Нет, не желаю. Нет, не желаю. Потерпевший? Нет, не желаю. Сторона защиты? У защиты нет вопросов. Подсудимый? Нет дополнений. Садитесь. Суд переходит к судебным прениям. Слово в прениях предоставляется государственному обвинителю. Уважаемый председательствующий, уважаемые участники процесса, мы сегодня завершаем рассмотрение уголовного дела по обвинению Иванова Ивана Ивановича в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304, часть 2, 313, часть 2, пункт 3, 313, прим. 1, часть 4, пункт 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Относительно доказательства вины подсудимого хотелось бы остановиться на следующем. Органами следствия в отношении подсудимого было определено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений. Считаем, что деяние подсудимого квалифицировано верно, обвинение предъявлено обоснованно. Вина его в совершении вышеуказанных преступлений доказана полностью, доказательствами, предъявленными во время производства следствия и во время судебного разбирательства, протоколами допроса потерпевшего, протоколами добровольной выдачи вещественных доказательств, протоколами осмотра, протоколами задержания, протоколами осмотра места происшествия, протоколами опознания вещей и показаниями самого подсудимого.
На основании вышеизложенного прошу признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304, часть 2, 313, часть 2, пункт 3, 313, прим. 1, часть 4, пункт 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить следующий вид наказания. По статьям 304, часть 2, штраф в размере 4000 расчетных показателей, 313, часть 2, пункт 3, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, 313, прим. 1, часть 4, пункт 1, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с правом занимать должности на государственных и муниципальных службах сроком на 3 года. На основании статьи 59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного сложения окончательно назначить 14 лет лишения свободы со штрафом 4000 расчетных показателей с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. У меня все. Слово в прениях предоставляется потерпевшему. Потерпевший. Прошу суд вынести справедливое решение по данному вопросу. Садитесь. Слово в прениях предоставляется защите. Уважаемый председательствующий, уважаемые участники процесса, мой подзащитный Иванов Иван Иванович признает свою вину частично. Обвинение инкриминирует моему подзащитному деяния, предусмотренные статьей 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а именно злоупотребление должностным положением. Защита не согласна с квалификацией и приводит следующие доводы. В диспозиции статьи 304 сказано: использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло нарушение прав и законных интересов. Так как мой подзащитный не мог никак повлиять на результаты тендера, а следовательно не мог злоупотреблять должностным положением, так как меняет ему следствие, считаем, что инкриминируемая моему подзащитному статья 304 ошибочна. Следствие также инкриминирует моему подзащитному статьи 313 и 313 прим. 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть вымогательство взятки и получение взятки. Тем самым следствие нарушает один из основополагающих принципов уголовного права. За одно и то же действие моему подзащитному инкриминируются два разных преступления и предлагается привлечь его к ответственности за одно и то же действие по двум статьям. Это грубейшее нарушение уголовного законодательства, а именно статьи 3. Более того, защита считает, что инкриминирование этих составов моему подзащитному тоже ошибочно. Статья 313 гласит: вымогательство должностным лицом лично или через посредников взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера для самого должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей в интересах дающего. Как уже было отмечено выше, мой подзащитный не мог совершить действия, представленные следствием в отношении потерпевшего. Он не мог повлиять на результаты тендера. То же самое можно сказать про взятку, так как мой подзащитный не обладал необходимыми должностными полномочиями, деньги, полученные им, взяткой просто не являются. Поэтому защита считает, что по статьям 313 и 313 прим. 1 нет состава преступления. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, также факт получения денежных средств моим подзащитным был установлен полностью доказательствами, собранными органами следствия, показаниями потерпевшего и показаниями моего подзащитного. Но при этом необходимо отметить, что мой подзащитный признает свою вину лишь частично. Защита считает, что действия моего подзащитного можно квалифицировать как мошенничество с использованием служебного положения, так как мой подзащитный сказал потерпевшему Назаренко, что он является сотрудником отдела Министерства природопользования. Мошенничество – это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверия. Мой подзащитный обманул гражданина Назаренко, сказав ему, что может повлиять на результаты тендера. Однако, как мы все выяснили, этого он не мог сделать ни при каких обстоятельствах. Более того, инициатором договоренности встречи выступал именно потерпевший Назаренко, а мой подзащитный был вынужден согласиться из-за необходимости поиска средств на содержание супруги, 2 несовершеннолетних детей и матери-пенсионерки. Принимая во внимание тот факт, что мой подзащитный признает свою вину частично, а с квалификацией мошенничества он согласен полностью. Также он сотрудничал со следствием, ранее не был судим. Принимая во внимание его положительные характеристики с места работы, положительные характеристики с места жительства, а также мотив, который вынудил моего подзащитного совершить данное преступление, а также принимая тот факт,
что мой подзащитный раскаивается в содеянном и готов выплатить сумму в полном объеме. Защита просит суд применить статью 63 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а именно осудить моего подзащитного условно. Защита считает, что Иванов Иван Иванович способен исправиться без отбывания наказания. У меня все. Садитесь. Слово в прениях предоставляется подсудимому. Подсудимый. Согласен с позицией защитника. Прошу суд не разлучать с семьей, я раскаиваюсь в содеянном. Имеются ли у сторон реплики? Государственные обвинители? Не имеется. Не имеется. Потерпевший? Не имеется. Защита? Не имеется. Подсудимый? Не имеется. Садитесь. Подсудимый, встаньте, вам предоставляется последнее слово. Прошу суд вынести справедливое решение. У меня все. Суд удаляется для постановления приговора. Прошу всех встать. Прошу всех встать, суд идет. Оглашается приговор. Именем Кыргызской Республики 9 июня 2018 года город Бишкек, Свердловский районный суд города Бишкек в составе председательствующего судьи Нурановой, при секретаре судебного заседания Ражаповой с участием государственных обвинителей, помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Кулмурзаева, прокурора отдела прокуратуры города Бишкек Гульджигитова, защитника адвоката Халилова, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 15 июня 1987 года рождения, уроженца города Бишкек, русского с высшим техническим образованием, женатого, работавшего главным специалистом отдела информационно-технического обеспечения Министерства природопользования Кыргызской Республики, временно отстраненного от занимаемой должности, ранее несудимого, по делу находящегося под стражей в учреждении номер 21 ГСИН при правительстве Кыргызской Республики с 1 апреля 2018 года. Копию обвинительного заключения, получившего своевременно в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 304, пунктом 1 части 2 статьи 313, пунктом 1 части 4 статьи 313 прим. 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, изучив всю совокупность добытых по делу доказательств и руководствуясь статьями 309, 312, 315 и 324 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд приговорил Иванова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления. Признать Иванова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 304 и пунктом 3 части 2, пунктом 3 части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить ему следующее наказание. По части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения свободы сроком на 3 года. По пункту 3 части 2, пункту 3 части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. На основании статьи 59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Иванову наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Срок отбытия наказания исчислять с 1 апреля 2018 года на основании пункта 3 части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Кыргызской Республики время предварительного заключения зачесть ему из расчета день за 2. Избранную в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, денежные средства в сумме 350 тысяч сом возвратить ООО «Алтын». Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в течение 10 суток после провозглашения. Прошу всех садиться. Подсудимый, встаньте. Вам приговор ясен? Ясно. Садитесь.
Судебное заседание объявляется закрытым.